прямом эфире «Чеченской вести» я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится понедельник, 2 июня. На пульсе столицы. На данном этапе у нас полностью завершены монолитные работы. Сейчас у нас ведутся работы по фасаду, по внутренним отделкам. Рамзан Кадыров совершил объезд центра Грозного и проинспектировал темпы строительства в новом районе. С чувством долга. В нашей службе это любовь к родине, ради чего мы работаем, стремимся. Ради нашего будущего, ради будущего наших детей. Бойцы 96-го полка Росгвардии направились в зону проведения специальной военной операции. Традиции милосердия. Малаймушичан дайтин ахчан сагныш дух шел квашта Ахмад Хаджитар Йолгаз дал обул дөлтин фондир. Дүзин шарчу массаки парсаныш дошукой мехдат. Региональный общественный фонд оказал очередную финансовую поддержку нуждающимся семьям. Уверен, что скоро 5-й район Грозного не только станет образцом комфорта для жизни, но и превратится в одну из самых прекрасных достопримечательностей чеченской столицы. Об этом Рамзан Кадыров заявил в ходе инспекции нового района Грозного. Накануне глава совершил поездку по центральной части и заехал на главную стройплощадку республики. Темпы работ впечатляют, специалисты трудятся в несколько смен, не покладая рук. Репортаж Эльвиры Межидовой. На легендарной ВАЗ-21099 глава региона провел инспекцию по Грозному. Автомобиль с историей. Именно на таком автомобиле ездил Рамзан Кадыров в далеком прошлом, возглавляя службу безопасности первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Символично, что сегодня в статусе руководителя региона Рамзан Ахматович на авто из начала 2000-х лично инспектирует город, преобразившийся до неузнаваемости к 2025 году. Инспекция я шу. Там будешь мы резуё. Сочуем результат. Алхамдулилlah. Очень результат. 99 все дадут ли надо? А маши маши. По сейчас авер хале хан ма дагам задон. Работы по строительству в новом районе имени Владимира Путина идут по графику и даже с опережением. Огромная заслуга в этом принадлежит мэру города Грозного Хасмагомеду Кадырову, как отмечает глава региона, обстоятельно и с ответственностью выполняющему возложенные на него задачи. Osmanlı'dan daimden işte bu korkuyorum bu haberi. Evet gidiyorum, geçiyorum, fotoğraf çekiyoruz. Kıyor tabii olsun ya ve كمان احتجام مدرسة. يعني صحة سيستم بول بجوز بردنا. ونص شيء بولدا. شيء تدينا ديخل والله سلطان ويبون هذه الطالبان. تعقل صون بريكاين دون. يو قدي تروح شيء قدي تروح شيء دون. وريزوش بورش. بابا. إيه دعوة. بتقولي حلاوة مثل ما قلنا. وقتي سوق شلا. حلوة. مو. هاي هلا هذا. Строительные работы в новом районе имени Владимира Путина не останавливаются ни на минуту. Рабочие работают в 3 смены. В первом секторе начались уже фасадные и отделочные внутренние работы. На данном этапе у нас полностью завершены монолитные работы. Сейчас у нас ведутся работы по фасаду, по внутренним отделкам. На второй линии у нас ведут монолитные работы. К 2026 году тоже будут сданы. Этот
Корпус будет сдан в октябре этого года. Реализация стратегии развития Грозного позволит городу увеличить туристический поток, стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства, создать новые рабочие места, значительно улучшить качество городской среды и внедрить инновационные технологии. Город продолжает развиваться как одна из самых амбициозных и технологических столиц Северного Кавказа и уже в ближайшем будущем станет его деловым, образовательным и туристическим центром. أمد حس أربع قنية بيحتاج اشتحين هرم دديش ديسن درس هم دويش تحون دقع باغن بوش اشتح دديو ديسن عون Просто ласт, хан цатер штон, инду проблем дон. Арашмен бобижи дон. Тосавер. Отвечая на вопрос о самой заветной мечте, Рамзан Кадыров говорит, чтобы у каждого жителя республики была возможность получать образование, заниматься спортом и изучать религию в комфортных, безопасных условиях. Полностью дон, республики, без работы, заяхан. Особенно спортзал, детский сад, ночью, чудо, футбол обращен, мосот танки поработан, тактичная республика. Всех, кто отрицает очевидный прогресс региона, Рамзан Кадыров называет нездоровыми и отмечает, что адекватный человек не может не замечать реальные достижения. В основном критики – это те, кто ведет информационно-подрывную деятельность, осознанно и бескомпромиссно умаляя все результаты и успехи региона. Город Гюмсия. جمزة مش باين الله ما شاء الله جمسي أنا بيزم ولا جمزة بيزم غير غيري صادم وجنا جين وجين سوي أول لا يوهن يا لا يوش عيد الله غالع به سوي الله لا يهردون هو غير بالديش اليوم صودا كل شيء برو صلاة أحرام وصوا وتعين دون استخسر دون غير على ولي يمشي بعكتوري دون سلنا بيدا غير جمسة دق بيلش دو ديش جمسة حق مصدق عم بركة البوخ ده ما كملوا سنش بركة البوخ ده رئيس خلقون أنا شو توين خزين دعوتين ده هتون لقوا شيش كام أو ماشي وقع وتديشان هيترين وتديشان هيترين وديش نايت ولا آمين آمين لا شيء شلون قلب الهوي أخذنا يتولى قدام وصل مع كوش كلش أحسن عليه وشو تكفي قلل ولاس إدارة المعرفة آمين تعويل آمين ويدون عدسي قاموا يزموا الصلاة بس يلعنوا بعض والشباب ينوشي بس صبيح وينو لنا خبر ستيش صبيح شلون زستردات كشبول بس وين سالك أخيط شلون شيء القلب والنور نبولا ده. Новый район имени Владимира Путина, безусловно, станет еще одним грандиозным достижением на пути, начатым первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахмад Хаджи Кадыровым. Этот амбициозный проект – подтверждение того, что регион активно развивается и, несмотря ни на что, движется уверенным шагом в светлое, счастливое будущее. Эльвира Межидова, Адам Юнусов, Хусейн Мурдаханов. Вести, Чеченская Республика.
Микаилу Гуцериеву присвоено звание «Почетный гражданин Чеченской Республики». О подписании данного указа в своем телеграм-канале сообщил Рамзан Кадыров. Глава отметил, что Микаил Сафарбекович в самые трудные времена без колебаний поддержал курс первого президента Ахмата Хаджи Кадырова, с которым его связывали теплые личные и доверительные отношения. Он внес весомый вклад в восстановление региона после трагических событий. Его поддержка сыграла важную роль в реализации ключевых социальных проектов, направленных на повышение качества жизни граждан, укрепление инфраструктуры и развитие экономики, отметил руководитель республики. С чтения полуденного намаза началась духовная встреча в память о Зелимхане Кадырове в его родовом селении Ахмат-Юрт. Почтить память собрались представители власти, видные богословы и многочисленные односельчане. Несмотря на то, что Зелимхан ушел из жизни в молодом возрасте, он оставил яркий след в сердцах людей. А в годы лихолетия рядом с первым президентом возрождал разваленную республику. Репортаж Турпала Тайсумова. Прошел 21 год с того дня, как по воле Всевышнего ушел в праведный мир Зелимхан, старший сын первого президента Чеченской Республики, герой России Ахмата Хаджи Кадырова. Он был глубоко верующим, мужественным, исключительно порядочным и при этом скромным человеком. В честь памяти исламские деятели, родственники и друзья собрались в религиозном комплексе Хаджинбеш. Духовная встреча стартовала перед наступлением полуденного намаза под руководством председателя Совета алимов Республики Северо-Кавказского федерального округа Хожа Ахмеда Хаджи Кадырова. أحمد حاج رحمه الله تعالى دال غيت بولشن دال غازوة قبل دويل داول شو ده شقوق يقصدولش سنوق قول كان زلم داور إشت هردين وش دو إدعيو وهندين وش شرش كديلش إبا هندولش تهن يرتو ولاينا ديكي ولش يرت حلق بول يلش بولناخ وشة دقا بول ساعد وقتر دوي ديل بيهمر حقويتش هود حاجي بيشح ساعد وقتر دوي المسمتر ادم تيقيقنا اشت بيش بوغ بوهرة ديل ريز غل إذاك دي انشن ديل ريز غل اشت إلي رمبنا زيلم دقا لاتنا هر بوغ بيش ملولشن خوز داق لات بيحكنا ديلي بيهم راح يغوش ذكر ده بيحكيش ناحنا ديل ريز غليل ويزغل وولش داله اشت ديني ميل دال إرسي داق دويلوي تهنا وي دوقش دوسلو ساغة وي مخكت ابوش والبال بوختوش وي ستوش دكني وي قاتشوش قيرش وي وونه وي عالش ديش دال قوبل دويله. Мюриды, кадии, имамы и официальные лица региона сошлись в едином зикре, восхваляя Творца и поминая его пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Собравшиеся вспоминают Зелимхана Ахматовича как человека с крепким иманом, который вместе с отцом и братом, главой субъекта Рамзаном Кадыровым, занимался восстановлением региона после тотального разрушения. يوه زيرتش دول خرطوه ويامر ده يسلم خصوصا آثارش كا ويامر أصحاب أبا أيوب الأنصاري والشو إشتت زيرت داخشي برق بالخير خيلور سنة أثر يوري وندور شان شو حليل دول ونديل ديت سديزش ذكرس در مولتس در تاق دينس دريك دوزش ور أسوق حلقي موري علمنا هاديكشنا حاول شاه دالي ديق الويل أحمد حاج دقل غن دال غازة قابل دوق خيالي يخزيلم دق قلغنا دوق عوجير دال يلسمن حاش ويرتغنا وغيرتو مصر شر دوق وشيل ريتر تغن ساغة ديقنا خزي كرشدنا سيلا ولش دال قابل دال ميلي ولش دال يز خان يغربنش ديقر دين خان يو ديلا مشاهدك كانت ور بوسب دوش ما هلا مزدوش لون تان قيد دوت قدون حال لون ذات إيه والشاتين بلغ بينا وسلون إيه والجوش موش إنا و شيء ما داوش لون كم شاوش لون بس داوش لون دكت ور ديلا مراس لون دا ديلا ولي لون دا لون يسمن حاش ور إذا لون دروي تالا ديلا يتنبوش تا ووشكت سادا قيشوش ترى شو داتش توش ديت الخلاخ الدجابو شديك نحصل شديك تكسر
Вскоре наступает время молитвы. Мусульмане проходят в мечеть имени Устаза Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость. Верующие собрались с разных районов субъекта. Их сплоченность – яркий пример соблюдения мусульманских традиций. Коллективный намаз – лучший способ обращения к Творцу. По завершению духовных мероприятий для присутствующих был организован сах. В этот день помимо религиозных обрядов проходят и благотворительные акции для нуждающихся жителей в честь памяти Зелимхана Кадырова. Торпа, Лолита Исумов, Магомед Басаев и Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию. Денежные средства распределили нуждающимся семьям. Слова признательности за поддержку звучали от каждого получателя. Сколько всего роздано денег, расскажет моя коллега. В регионе на постоянной основе ведется работа по оказанию помощи всем нуждающимся. Инициатором благотворительности является региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В рамках нее стартовала очередная акция, где была роздана финансовая помощь более 100 миллионов рублей. Помощь охватила все районы субъекта, в том числе и высокогорные. Денежные средства дошли до каждой нуждающейся семьи. Они выразили слова благодарности за столь необходимую и нужную поддержку. Она особенно важна для семей с детьми и пенсионерами. Регулярная поддержка помогает им приобрести продукты питания и справиться с другими трудностями. Остро нуждающиеся семьи республики отмечают, что такая поддержка от благотворительной организации помогла им почувствовать заботу и внимание со стороны местной власти. Добавим, что региональный общественный фонд регулярно оказывает всестороннюю помощь тем, кто в ней нуждается. А в священные дни их поддержка увеличивается вдвойне. Лейла Муртазова, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Сегодня новая многонациональная группа добровольцев отправилась спецбортом из Грозненского международного аэропорта в зону проведения специальной военной операции. На летном поле бойцов провожали представители республиканской власти. Все парни прошли интенсивную военную подготовку на базе Российского университета спецназа. Репортаж Лейлы Муртазовой. Вновь из Грозного выдвинулась очередная многонациональная группа добровольцев. Все они объединены одной целью – это защита самого святого своей родины. И по традиции на проводы прибыл председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов, а также руководители правоохранительных органов. За нами правда. Мы защищаем свой народ, свою землю, свои ценности, духовные, человеческие, которые в нас заложили наши отцы, деды, прадеды. Мы желаем прежде всего, чтобы вы все вернулись живыми и здоровыми к своим семьям. Победа будет
за нами. Многие из них уже побывали на передовой и снова идут служить. Перед отправкой на фронт новобранцы проходят ускоренный курс тактической и стрелковой подготовки на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина, где с ними занимается опытный инструкторский состав. За короткое время добровольцев обучают медицине, стрельбе и другим важным навыкам, что позволяет им быстро освоить знания, которые пригодятся при решении поставленных задач. Третья командировка уже в Ахмате. Пошел через Ахмат спецназ Гудермес. Подготовка отличная. Полностью одевают, обувают, кормят. Инструктора все объясняют, как положено. Все отлично. Служить они будут в составе легендарного спецназа «Ахмат». Все необходимое для бойцов закупается за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. ويقاملر بهون صوتشوا بوها بكنت بقدر بقدر شو أمريكان تبوي يحيولش دوي نودش لدر كنت بات Регулярно из столицы региона отправляются новые подготовленные группы, которые, в свою очередь, участвуют в самых ответственных участках специальной военной операции. Добавим, что добровольцами и их семьям оказывают социальные услуги и различные пособия. Отметим, что Российский университет спецназа имени Владимира Путина подготовил и отправил в зону проведения специальной военной операции почти 22 тысячи добровольцев. Эта цифра подтверждает высокий уровень мотивации и готовность граждан принимать участие в защите страны. Лейла Муртазова, Хусейн Мурдаханов, Вести, Чеченская Республика. Бойцы 96-го полка оперативного назначения Росгвардии вновь выдвинулись для выполнения боевых задач в зону проведения специальной военной операции. В рамках плановой ротации они проведут 3 месяца на одном из стратегически важных участков фронта. Это уже 10-я командировка подразделения. Репортаж Луизы Киндаровой. Это плац – последняя точка перед фронтом. Сегодня бойцы 96-го полка оперативного назначения снова готовятся к отправке в зону специальной военной операции. По традиции наша съемочная группа провожает их в путь. В ту зону, где решается судьба страны. Здесь, на этом месте, переплетаются мужество, надежда и вера в победу. С четким строем, с оружием и твердой решимостью в глазах бойцы ждут своего командира Магомеда Тушаева, человека, известного своей отвагой и преданностью долгу. Под его руководством, который сам прошел множество испытаний, эти военнослужащие достигают значительных успехов на самых сложных участках фронта. Сегодня перед очередной отправкой он лично проверит готовность каждого и вместе с ними отправится в зону спецоперации. Ассаламу алейкум. Товарищи командиры, вы и ваш личный состав сегодня убываете в район выполнения специальных задач, в районе СВО. Каждому из вас доведено и проведен инструктаж. Командиры подразделений, ко мне. Вы, как командиры подразделений, в своих машинах едете старше. Следите за тем, чтобы водитель не нарушал правила дорожного движения. Самое главное, вы еще раз должны при посадке проконтролировать и довести личному составу. 96-й полк оперативного назначения – один из первых, кто вступил в спецоперацию. С 2022 года бойцы участвовали в ключевых операциях на Южном и Донецком направлениях. Эти молодые ребята, закаленные в боях, действуют слаженно и эффективно, добиваясь результатов на критически важных участках фронта. Самое главное в нашей службе – это любовь к Родине, ради чего мы работаем, стремимся ради нашего будущего, ради будущего наших детей, следующих поколений и в дальнейшем мирной жизни нашей. Постоянно помогает помощь как в обмундировании, в снаряжении, в питании, в продовольствии, полностью во всем. Поддержка чувствуется колоссальная. Спасибо за это. Ради нашего будущего поколения, наших предков, мы выполняем поставленные задачи, как президентом и главой Чеченской Республики. С первых дней Рамзан Ахматович, и Массан Хаха, Хорасия, не только вы заболчан. Дал мола толом вегахарбу, и толом бахватик давях что, банашли лошто. Я надеюсь, мы приедем с победой, потому что победа для России – это самое главное. Только вперед, только победа.
Эти отважные бойцы уезжают, а мы будем молиться и просить Всевышнего, чтобы каждый из них вернулся живым из победы. Пусть их сила и храбрость принесут спокойствие и мир в наши сердца. Луиза Киндарова, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. Сегодня Гудермес стал центром притяжения для всех, кто неравнодушен к зеленым пространствам. Начал свою работу парковый форум. Он собрал ведущих экспертов, чиновников и архитекторов, которые представили свои доклады и презентации. Ключевым событием дня стало подписание важного соглашения между Министерством строительства, ЖКХ и энергетики и Ассоциацией парков России. Все самые интересные детали форума знает Медина Мударова. В Чеченскую Республику прибыла делегация главного паркового сообщества Российской Федерации. В международном аэропорту Грозный-Северный гостей встретил глава администрации Гудермесского муниципального района Хамзат Магомадов. На следующий день в банкетном зале Гудермеса «Шелковый путь» дали старт форума в рамках бизнес-миссии. Участниками стали более 120 федеральных и муниципальных экспертов, официальные лица региона, директоры парковых учреждений, архитекторы, а также руководители крупнейших российских компаний по производству материалов для городского благоустройства. Приветственный адрес главы региона Рамзана Кадырова зачитал руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Галас Таймасханов. Уважаемые участники форума, дорогие гости, я приветствую вас на гостеприимной чеченской земле. Наш регион активно развивается, растет население, строится большое количество новых социальных, культурных и спортивных объектов. Ну и, конечно, мы развиваем и строим современную городскую инфраструктуру. Создание комфортных, безопасных пространств для отдыха у нас в приоритете. Парки – это не просто зеленые зоны, это места, где мы находим гармонию с природой, общаемся и развиваемся. Мы всегда открыты для сотрудничества и рады нашим гостям. Желаю вам всем плодотворной работы. Рамзан Ахматович Кадыров. Хотелось бы от себя более подробно рассказать о работе, которая проводится в Чеченской Республике по развитию парковых зон и общественных пространств. Все наши усилия должны быть направлены на повышение комфорта наших граждан, в том числе и горожан. Наш регион стал лидером среди регионов по приросту индекса качества городской среды по отношению к 2019 году. Прирост составил 49%. За последнее время Чеченская Республика сделала очень быстрый и качественный рывок вперед во всех сферах. Это все благодаря стараниям и чуткому руководству главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Участников форума поприветствовал заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Алексей Ересько. Трудно замечать, что парковое сообщество расширяет свои границы и организует мероприятия уже не только в Москве, отличившись замечательным парковым форумом, но и проводя мероприятия выездные в Тегеране. Ну и сегодня наступила очередь замечательного города Грозного и Гудермеса. Я уверен, что пребывание в замечательной республике Чечня только положительно скажется на мнении всех участников сегодняшнего процесса. Ключевым и самым важным моментом стало подписание соглашения о сотрудничестве между директором Ассоциации по развитию городских парков Дениса Цуканова и министром строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Чеченской Республики Муслима Зайпулаева. Соглашение направлено на развитие взаимодействия между сторонами. Оно позволит реализовывать совместные региональные и международные проекты в сфере парковой отрасли. Это дополнительные возможности для наших муниципальных образований, это более тесное взаимодействие, это, соответственно, расширение зоны деятельности как Ассоциации парков России, так и, соответственно, сферы жилищно-коммунального хозяйства и строительства Чеченской Республики. Ну, в общем и целом, это дополнительные возможности для развития комфортной городской среды на территории нашей республики. Бизнес-миссия призвана стать мощным импульсом для развития парковой отрасли в Чеченской Республике. Цель мероприятия – обмен опытом, обсуждение актуальных вопросов, развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций. Мы рассчитываем на то, чтобы сегодня во всей красе увидеть парки, общественное пространство Гудермеса. Завтра посмотрим Грозный. Хочу отметить то, что огромное количество общественных пространств вновь созданных, потому что, наверное, ни один из регионов Российской Федерации не может похвастаться такой положительной динамикой,
таким количеством вновь созданных и благоустроенных парков и общественных пространств. Поэтому наша основная задача сегодня все увидеть своими глазами, посмотреть на те пространства, которые были реализованы в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Город Гудермес для проведения форума был выбран не случайно. Ему есть что показать гостям. Реализовано 2 парка Рамзана, Ахмат Хаджи Кадырова, 2 парка уже реализовано. И в данном время в процессе еще 2 парка в Гудермесе и Ойсхор, которые выиграны в прошлом году. У нас 4 конкурсных победы. У нас есть что показать, что будет, что проделано, что в процессе. В ходе форума были представлены инновационные решения в области проектирования, благоустройства и эксплуатации парковых территорий. В рамках мероприятия состоялась деловая программа, в которой спикеры из разных регионов, специалисты в сфере благоустройства общественных территорий поделились опытом успешной реализации проектов. Среди присутствующих Юрий Дворецков, человек, который знает об аттракционах все. Главный конструктор компании «Горки Ленд» в деле уже 30 лет. Для мужчины форум – это возможность привнести свой опыт в другие регионы России, включая и Чеченскую Республику. Мы предлагаем российские, надежные, простые и, самое главное, безопасные аттракционы для всех возрастных групп. С удовольствием произведем хороший, красивый, надежный аттракцион для вашей замечательной республики. Мы видим, что все для этого у вас есть. У вас есть площади, у вас есть место, у вас есть заинтересованность. Форум стал полезной площадкой для налаживания перспективных партнерских отношений и поиска новых идей, отмечают участники. Очень много слышали о проектах, которые реализовываются в Чечне в формате благоустройства. Приехать посмотреть какие-то передовые решения, какие внедрены. Может чему-то научиться, а может быть что-то подсказать. Сейчас просто потрясающе интересно. И спикеры интересные, и ваш теплый прием потрясающий. Бизнес-миссия пройдет с 1 по 3 июня в Гудермесе и Грозном. Организаторами являются Ассоциация парков и подкомитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по управлению городскими парками и развитию общественных пространств при содействии Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Чеченской Республики. Медина Мударова, Седемин Мусаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. После деловой части форума гости отправились на прогулку по Гудермесу. Их путь начался с самого сердца города, где возвышается величественная мечеть имени Ташу Хаджи. Делегация из представителей Ассоциации парков, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, собственники и руководители ведущих компаний в сфере благоустройства при содействии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Чеченской Республики собрались в Гудермесе, чтобы обменяться опытом, увидеть лучшие практики и поговорить о будущем общественных пространств. Много лет мы отработали, старались, выигрывали парки. И нам приятно, что со всей России приехали люди и как специалисты по достоинству оценивать тот труд, который мы вложили в наш город и в нашу республику. Путь участников начался с мечети имени Ташу Хаджи в Гудермесе. Спокойствие, архитектура и дух единства задали тон всей прогулки. Нам очень было интересно посмотреть в Гудермесе. Мы уже прогуглили 66 тысяч населения человек, и очень благоустроенный, хорошо выглядит город. Следом бульвар чеченской природы. Уникальный проект, который пока находится на стадии строительства. Гостей провели по стройплощадке, рассказали о будущих зонах, озеленении и концепции. Несмотря на незавершенность, парк уже вызывает интерес. Чтобы неудобно было по зеленой части ходить. На зеленой части лучше, чтобы могли посидеть, но не ходить. Далее делегация отправилась в парк имени Героя России Рамзана Кадырова. Он построен на средства федерального гранта в рамках нацпроекта и стал победителем в конкурсе «Парки России-2025» и живым примером того, как можно преобразить городскую среду. Особенно участников миссии заинтересовал проект сбора и хранения воды. Очень поражен вашим городом, красотой вашего города. Столько мест обошли красивых, благоустроенных. И миссия, которая сегодня проходила у нас в городе Гудермес, в вашем прекрасном городе, конечно, сплотит сейчас и администрацию вашего города, да, и нашу ассоциацию парков России, в том числе и поставщиков, производителей малых архитектурных форм. Бизнес-миссия продолжится. Впереди конференции, встречи с архитектурным и деловым сообществом, обсуждение новых проектов. Но уже сейчас очевидно, в Чеченской Республике умеют возводить парки, в которые хочется возвращаться. Лимда Джамалдинова, Ислам Нацуров, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика.
«Читай во имя Твоего Господа, который сотворил все сущее». Это первое откровение, ниспосланное посланнику Творца в пещере Хира, возвышающейся над Меккой и обращенной к Каабе, сегодня обретает новое воплощение в селении Новый Биной. Там распахнула свои двери медресе имени Зиламхана Мацуева, где сотни чеченских муталимов будут постигать мудрость Корана и исламские науки. Репортаж с торжественного открытия Магомеда Азиева. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. Чтение священного Корана началось с церемонии открытия медресе в селении Новый Биной. В своем приветственном слове председатель Совета алимов СКФО Ходж Ахмад Хаджи Кадыров отметил, что в республике созданы все условия для изучения и исповедования религии. هر حجر يوغيتنا كن شيخ هرجي ينيولا دير ريز تون غودين شارنا غليل دير ريز وين مخك دينا غليل وين تيح هندو هون شح خمبردق بوسر دردق هو وين دير دوشلش نعمتشنا هي تني خيلوش دال تيحي بيرك تي يويله. Медресе имени Зиламхана Мацуева, офицера СОБР Ахмад, в 2010 году героически погибшего в борьбе с терроризмом. Зиламхан был выходцем из села Ахмад-Юрт. Будучи близким другом и верным соратником Рамзана Кадырова, они вместе стремились к цели создания мира в регионе. Сегодня его сыновья продолжают дело отца в команде Кадырова, один из которых Висхан Мацуев, вице-премьер-министра сельского хозяйства, под руководством которого агропромышленный комплекс достигает все новых высот. اشتيغن دي حلقة جوي تخن قرآن علما مصو آغور وإذا دي زدقاء الله دال خستن بردو قديل دينا عنيست دردو شاق دردو وإذا سيلا وشوش الله دال دي كان سبيقن بويل ويباشا رمزان حاجينا تون دوزونا شيدين يقطع ساريحكين شي غوبشوكش مصو آغور قحيوكش حبوكش بو الله نار حجرة عايشة تخشيخ بركة دالة اشتا وي باشا ايمان حاجي ويفوند سار وسديشي تاغنا هرغشلو يو ملخلد وين دخچو ديخا. После слов благодарности главе республики, а также всем причастным лицам, было проведено торжественное перерезание ленты. Прибывшие лица зашли внутрь и, немного подождав, начали мавлид. Инициатором строительства стала Айшат Кадырова. Финансировал проект региональный общественный фонд имени Героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Работу над проектом начали осенью 2024 года. Дети, желавшие знаний, собирались в мечети для проповедей и учебе чтения на арабском. А благодаря такому религиозно-учебному центру, в котором созданы все условия, их прогресс будет виден с каждым днем. القرآن عمش بالهوانا اشتم خلو غلرة تغنا وقيور تاع حجر لا تعش إسبع خزا مصو أتو بولشة الحجرين درجة يرت جوابك بيشبو. В здании первые два этажа отведены для обучения будущих хафизов, а на третьем располагаются кабинеты руководителей. Рассчитывается здание на 150 посадочных мест. Разделены группы на женские и мужские по дням недели и, конечно, времени суток. Обучают юных муталимов опытные учителя, которые стараются для подрастающего поколения, чтобы они придерживались канонов ислама и могли распоряжаться знаниями священного писания во благо себе и другим. «Читай во имя Твоего Господа, который сотворил все сущее». С этих слов началось первое откровение, ниспосланное посланнику Творца, да благословит его Аллах и приветствует, в пещере Хира, возвышающейся над Меккой и обращенная к Каабе. Сегодня эти благословенные тексты будут жить в сердцах и голосах учеников этой коранической школы. Лучшими среди нас являются те, кто изучает и обучает Корану, и наша всеобщая задача – это укоренение религии в жизни каждого. Благодаря таким медресе люди все больше и больше будут познавать свою веру и распространять благо. Магомед Азиев, Мусар Хаджиев. Вести, Чеченская Республика.
В честь Международного дня защиты детей в реабилитационном центре имени Ибрагима Тарамова состоялся яркий праздник для юных воспитанников с дополнительными потребностями здоровья. На сцене царила атмосфера торжества. Заслуженные артисты подарили детям свои выступления, а сами ребята, в свою очередь, представили собственную концертную программу. Все самые теплые моменты события в следующем материале. На празднике дети смогли насладиться выступлениями талантливых артистов из Дома детского творчества и гостей из филармонии. Зал был наполнен радостью и улыбками, даря детям приятные впечатления. Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей. Концерт – это некий символ, который показывает малышам их важность, что каждый из них любим и все имеют свои таланты. Центр предназначен для детей с ограниченными возможностями. Дети у нас в основном с детским церебральным параличом из нозологического заболевания. Здесь у нас проходит комплекс реабилитационных мероприятий, начиная с массажа, ЛФК, иглоукалывания, физиопроцедур, лечебное плавание. Очень много услуг у нас оказывается детям с ограниченными возможностями. За курсы реабилитации наблюдается положительная динамика. Событие проходит в стенах Республиканского реабилитационного центра имени Ибрагима Тарамова для детей с ограниченными возможностями. Рассчитывается комплекс на 220 пациентов. Здесь ребята проходят индивидуальный курс лечения. В комплекс оздоровительных процедур входит не только медицинское, но также психологическое и педагогическое сопровождение. Для родителей детей реабилитационный центр является не только местом для лечения, но и шансом на начало новой нормальной жизни. Помощь врачей приносит свои плоды, а прогресс не заставляет себя ждать. В скором времени планируется официальное открытие второго корпуса центра, благодаря которому работа оптимизируется, а количество мест для нуждающихся увеличится. В нашем реабилитационном центре каждый месяц, это поток, 21 день, проходит реабилитацию 220 детей. Это дети, которые обслуживаются в стационаре, то есть круглосуточное пребывание. Это полустационар, где они могут проходить с утра до обеда или с обеда до вечера, получить свои необходимые процедуры. И есть у нас еще отделение надомного обучения, где нетранспортабельные тяжелые дети могут на дому получить услуги. В завершении мероприятия детям были подарены игрушки и вручены конверты с материальной помощью от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Грозный наполнился зажигательными ритмами Африки. В рамках концертной программы «Ритмы сердца» студенты из африканских стран представили самобытную и уникальную культуру своего континента. Гости мероприятия в Грозненском нефтяном техническом университете получили уникальную возможность окунуться в мир африканского искусства, ощутить пульс его традиций и повседневной жизни. Моя коллега о колорите Красного континента. Искрометными танцами и национальными песнями африканского континента смогли зарядиться сегодня в актовом зале Грозненского государственного нефтяного технического университета гости концерта, посвященного Дню освобождения Африки. Студенты 3 вузов республики подготовили программу, в которой через творчество своего континента познакомили собравшихся в зале с африканской культурой. Дом Африки начал функционировать в Чеченской Республике чуть больше года назад, 27 апреля 2024 года на базе Грозненского государственного нефтяного технического университета, став частью единой системы центров делового и гуманитарного сотрудничества с африканскими странами. Дом Африки объединяет студентов наших 3 вузов ЧГУ, ЧГПУ и ГГНТУ. Студентов из африканских стран с каждым годом становится все больше и больше. Их, если брать весь город Грозно, будет около 100 человек. Столь масштабно День Африки в Чеченской Республике отмечается впервые. Со слов педагогического состава университетов, в которых обучаются студенты из африканских стран, такое мероприятие планируется сделать доброй традицией. Я могу говорить, что Россия – это наш второй народ. У нас много, вещей, которые похожи между Россией и Африкой. Мне нравится здесь, в России, особенно в Грозном. Мне очень тут понравилось, потому что тут можно жить без спокойствия, все удобно, прекрасно. Я очень люблю тут жить. Я из Того, это страна на Западной Африке.
День освобождения Африки является важным символом солидарности и единства для всех африканских народов. Этот день напоминает о долгом, трудном пути, который африканцы прошли в борьбе за свою независимость и право на самоопределение. В этот день особый акцент делают на то, что африканские государства не просто перестали быть колониями, но и активно начали участвовать в международной жизни. Долгое время африканский континент был поделен на колонии, но после Второй мировой войны две колониальные державы Франция и Великобритания уже не могли удерживать свои владения. Тогда, в середине 20 века, освобождение получили практически все африканские страны. Вот с этих пор и отмечается День освобождения Африки. Эльвира Межитова, Джабраил Хаджиев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Сегодня стартовала летняя военно-патриотическая смена «Время юных героев». Порядка 300 подростков со всех уголков республики уже приступили к интенсивным занятиям. Программа смены всесторонняя. Она включает обучение огневой, снайперской, тактической и инженерной подготовки, а также освоение работы с БПЛА. Сколько дней продлится эта уникальная смена, знает Магомед Азиев. С 1 июня в Чеченской Республике ежегодно стартует начало летней военно-патриотической смены «Время юных героев». В региональном отделении Центра военно-спортивной подготовки молодежи «Воин», расположенный на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина, состоялось торжественное открытие нового сезона. Данная смена направлена именно на то, чтобы подрастающее поколение было готово к жизни, было готово к защите нашей Родины. Очень серьезный упор делается не только на военную подготовку, но и на патриотическое воспитание молодежи, на то, чтобы они росли в атмосфере любви к Родине, готовности встать на ее защиту. Смена, в которую привлечены подростки 14-17 лет, проходит во время каникул, когда школьники могут отдохнуть от рутинных уроков и попытать свои силы в чем-то новом. Будут вовлечены также инструкторы Центра военно-спортивной подготовки «Воин», и в том числе инструкторы Российского университета спецназа. Мы думаем, что это время ребята проведут с огромной пользой, ребята проявляют большой интерес. У нас сегодня практически на территории заехало порядка 300 детей. Ребят разбили на команды. Программа лагеря включает в себя обучение огневой, снайперской, тактической, инженерной и физической подготовки, основам топографии и первой медицинской помощи. Особое внимание к работе с беспилотными летающими аппаратами. Одним из участников события в этом году ученик Гудермесской школы Рамзан Цакаев. Парень отмечает, что им предоставили все самое лучшее: благоустроенные казармы для проживания, 4-разовое питание и все условия для комфортного пребывания в лагере. Первоначальные этапы уже успели впечатлить юношу. Решение посетить летний лагерь было самым правильным, отмечает он. Всего в течение лета проведут 2 смены, каждая по 2 недели. В этот период обучение пройдут ни много ни мало 600 человек. Летний лагерь имеет цель не только развития военно-спортивной подготовки молодежи, а также прививание им дисциплины и командной работы. Здесь они наберутся много ценного опыта и знаний, которые им пригодятся даже в обычной жизни. По окончании программы всем участникам вручат сертификаты, подтверждающие их достижения, заслуги и полученные навыки. Магомед Азиев, Магомед Басаев, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Войнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.